В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Полицейские задержали межрегионального наркокурьера и изъяли крупную партию синтетических средств в Якутии. Временные пункты вакцинации от коронавируса развернут в региональных организациях-тысячниках. Памятник дворнику в Якутске вошел в десятку самых необычных памятников России по версии одного из сервисов путешествий. В Якутии полицейские задержали межрегионального наркокурьера. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Саха-Якутия перекрыли канал поставки в регион синтетических наркотиков. Свертки с кристаллами белого цвета были изъяты и направлены на экспертизу. Исследование подтвердило, что изъяты наркотические средства синтетического происхождения общим весом почти 3 килограмма, что составляет около 3000 разовых доз. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Инспекторы проверяют информацию о загрязнении притока Семеновский реки Чульман в Якутии. По распространившейся в социальных сетях информации, приток загрязнен в результате замерзания пульпа провода Чульманской ТЭЦ. В ходе проверки зафиксирован факт попадания визуально загрязненной воды в реку. Инспекторы взяли пробы воды, возбуждено административное расследование. Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» изучает образец нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Ранее мы передавали, что он был получен от зараженного, прилетевшего в Россию. Институт «Вектор» Роспотребнадзора выделил британский штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение, говорится в сообщении. Ранее британские ученые выявили мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен. Россия 22 декабря приостановила авиасообщение с Великобританией. Временные пункты по вакцинации от коронавируса развернут в организациях республики, где работает более 1000 человек. В ходе заседания оперативного штаба глава Якутии Айсан Николаев назвал массовую вакцинацию от коронавируса главной задачей на ближайшие месяцы и поручил выстроить четкую маршрутизацию получения вакцины. По его словам, алгоритм сильно отличается от привычных прививочных кампаний. Он включает в себя обследование вакцинируемого, анкетирование, внесение данных в федеральный реестр. Отмечается, что на одного человека уходит от 40 до 60 минут. Айсан Николаев также распорядился разработать механизм организации временных пунктов по вакцинации в тех организациях, где работает более 1000 человек, а также рассмотреть возможность привлечения волонтеров. Подать заявление нотариусу можно будет через портал госуслуг. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, будут созданы и доступны еще более 20 наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно. Появится возможность дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность. Коммунальные службы Ленска продолжают расчищать город от снежных завалов. В праздники обильные осадки привели к затруднению движения. Жители недовольны работой служб, а коммунальщики говорят, что с таким количеством снега справиться в короткие сроки невозможно. Дорожные службы Ленска работают сутками напролет уже в течение месяца. Снежный циклон с порывами ветра буквально замел город. В этом году, конечно, пурга нам дала прикурить, все надеялись, что будет поменьше, проходили, дорогу проходишь, назад возвращайся, ее надо же чистить, назад, да. На Хапчегайке улица студенная, там вот за металлом, я говорю, 2 трактора пробивали, наверное, 8 раз проходили, туда-назад. И на второй день снова пришлось ее, прочищать. Частный сектор тоже попроходили, чтобы проезды были, ездили и 2 раза, и 3 раза в день. До разведчика
Чуть ли не каждый день мы туда ходим. Такого снегопада, признаются дорожники, не видели давно. Месяц предприятия работают на собственном энтузиазме, бесплатно, так как контракт закончился еще в начале декабря прошлого года. Нельзя не заметить, что город чист, но линчане всегда чем-то недовольны. У нас претензии к тому, что по очистке улицы. Но насколько мы знаем, наша администрация даже не заключила договор на очистку этих улиц. А вот и как там вот теперь вот так вот посмотрите, как там этот снег очищать? У нас прошли, просто пробили эту дорогу. А у нас же во дворах тоже после этих метелей наметает все. И чтобы это все вывести, вот куда нам вывести, если вот такие у нас стоят такие бровки? Грейдера прошли, они что, нам нагребли опять? То, что мы очищали около ворот, они нагребли там и все. По словам механика дорожной службы, улицы микрорайона сильно захламлены. Технике в таких условиях работать сложно. Запустили тяжелую технику для прочистки дороги. Отвал у техники 4 метра. Улицы тютелька в тютельку. Но вы представьте такую технику загнать в такой проулок. И то водители вычистили так, там обваловка, буквально сантиметров 10 возле дворов лежит. Проезды мы везде обеспечили, подъезды под водовозки и так далее. Я понимаю, что там большое очень количество снега, но мы не обязаны с прилегающих улиц вывозить снег. Микрорайон Алроса тоже оказался в плену снега. Пока не завалил, сами можете видеть, подъезды абсолютно не очищены. Помойки не могут убрать только из-за того, что сюда не может даже мусорная машина заехать. Очистка только нулевая, центральные улицы и все. За чистку центральной улицы как раз и отвечают дорожные службы. А вот обеспечить жителям подъезд к домам должна управляющая компания. Но там нам ответили, что работа уже была проведена в декабре. Чистить так часто и средств не хватит. Надо сказать, что сегодняшние подрядные организации, которые занимаются чисткой дорог, лучшие за все время. Дороги, автобусные остановки, парковки всегда чисты. На улице частного сектора техника заходит постоянно. Но, несмотря на это, жители почему-то недовольны. А может, просто забыли, как выглядят дороги, когда их обслуживали другие предприятия. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Актированный день объявлен для школ Якутска. Согласно данным управления гисметеослужбы, в столице сегодня минус 50 градусов по Цельсию. Безветренно. В связи с этим очные занятия отменены для учащихся с 1 по 11 классы. Для школьников организуют дистанционное обучение. 330 миллионов рублей выделили на развитие табунного коневодства в республике в 2020 году. Уточняется, что более половины – это федеральные средства. По указу главы Якутии поставлены задачи по достижению численности поголовья лошадей до 209 тысяч голов, строительству не менее 100 конебаз ежегодно, а также по созданию 3 учебных центров подготовки и повышения квалификации кадров по табунному коневодству. За 2017-2019 годы в Якутии на строительство 250 конебаз предоставили субсидии в размере 1 миллиона рублей. Также создано 2 учебных центра, завершается строительство еще одного в Вилюйской зоне. Количество племенных хозяйств по коневодству в Якутии увеличилось от 17 до 27. Памятник дворнику в Якутске вошел в десятку самых необычных памятников России по версии сервиса путешествий tutu.ru. В голосовании участие приняли более 143,5 тысяч человек. На первых строчках расположились скульптура «Свидание» в Курской области и памятник тувинской письменности в республике Тыва. Скульптура якутскому дворнику набрала почти 9 тысяч голосов, что составляет 6% от общего числа. Напомним, что столичный памятник с 2017 года стоит прямо на тротуаре перед кинотеатром «Центральный». Особенность его в том, что дворник обращен к зрителю спиной. Отлит из бронзы, высота примерно с человеческий рост. Авторство принадлежит Николаю Чучасову и Марине Рожиной. В новогодние выходные нерюнгринцы сделали упор на активный отдых. Больше времени проводили на свежем воздухе. Связано это с ограничениями или же внутренний туризм начинает набирать обороты? Разбиралась Екатерина Павлова. В условиях пандемии коронавирусной инфекции нерюнгринцы в большинстве своем отказались от поездок за границу в новогодние каникулы и по рекомендациям Роспотребнадзора провели праздники дома в кругу семьи. Хорошо провели в новогодние каникулы? Хорошо. Технопарки они были. Технопарк, да. Они там катались. На ледянке покататься. В общем, хорошо провели каникулы. К бабушке в гости ходили, да? Вот так.
Многие нерюнгринцы вместо походов в кафе и рестораны предпочли активный отдых на свежем воздухе. И в связи с этим стали открывать для себя новые места родной земли. Одним из таких колоритных мест стал Такарикан. Те, кто добрался сюда в дни новогодних каникул, смогли отдохнуть от городской суеты, стать ближе к природе, покататься на оленях и познать самобытность оленеводов. Сзади меня находятся мои друзья. Мое тотемное животное. Олени. Мок, 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 мок. Мок, 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 мок. Они любопытные до безобразия. Такие уикенды можно считать первыми шагами в развитии этнотуризма в Южной Якутии. И еще сегодня пользуется популярностью отдых в диких условиях с полным сервисом. Это стало возможным с развитием проекта «Дикий кемпинг». Также активные нерюнгринцы, любящие экстремальный отдых, зимой могут с пользой провести время на горнолыжной базе и с детьми на ледяных горках в парке. Нерюнгринцы знают, что зимой дорога, к счастью, выложена снегом. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.